Не может быть. Благодать. О. Капец. Почти готово. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Последний бой, он самый сложный. Тара-тарай.
Та-таратай. Тара-тара-та-та-та-тай. Тара-тара-тара-та-тай. Тара-та-тара-тара-тай. Тара-тара-тай. Тара-тара-тай. Тара-та-тарай. Тара-тара-тарай. 2 часа уже, 2 часа дня. С 5-минутными перекурами. Вообще, я еще не садился. Надо быстро-быстро все сделать. Еще стол организуем. И, возможно, еще вон туда лавочку. И все. Будем уже расслабляться. Потом уже можно расслабиться. Убрать все это дело. Хреново, когда из говна делаешь конфетку. Очень трудно получается. Когда все из пилочника, из первого сорта. Красиво все. Быстро получится. А вот из этого всего, когда вообще ничего нету практически под руками. Ну, 100%, 10 лет. Гарантия, 10 лет прослужит. И эти доски еще. Нормально. Ладно, сейчас 5 минут перекур. Холодный чай попью. И дальше работать. Еще третья доска нужна, но у меня его нету. Третьей доски. Ладно, пока тут так оставим. Вроде шикарно. Еще третью. Другой раз. Все, уже кое-что уже проясняется. Интереснее становится, ребята. Так, еще столик надо организовать.
Ну вот, ребят, что у меня получилось. Здесь уже я постельное постелил. Раньше сидел, у меня спина была, за спиной окно было, постоянно холодно было, сейчас уже в стороне. Посмотрим сейчас, как будет дуть. Ну, наверное, все-таки в сифоне так вот воздух, холодный воздух идет, и в спине холодно. Смастерил вот такой столик из горбыля. Ну, дома сделал. А здесь уже собрал вот так. Ничего сложного. Думаю, как сделать? А вот так. Но устойчиво стал, устойчиво. Хорошо стоит. Размер стола, как мне странно, получился тот же самый, что вот тут был. То же самое у меня. Вот ширина газеты также была. И по длине 3 газеты я ложил. Вот моя скатерть. Здесь получается на всю длину сделал этот лавку. Сделаю еще, наверное, пошире. Но можно и, если пошире сделать, можно ночевать тут. Просто легко можно ночевать. Но я все-таки сделаю, если вдруг какой-то попутчик, гость придет, чтобы он смог легко переночевать. Так что зимой я еще одну плаху где-нибудь спилю, привезу на буране и сделаем. Не проблема. Вот. Ну вот такой... Так получилось, что вот было, я вам уже сколько лет снимаю, показываю. И что сейчас? Можно стол вот так ставить, я что-то так ставил, и потом, дай, думаю, вот так попробую. Пускай так будет. Шкаф сюда повесил. Вот. Ну, не знаю, пока не понимаю, что лучше, как лучше. Пока вот так все сделал. Сам в шоковом состоянии, как будто больше места стало. Просторно. Все новое, как-то надо привыкнуть ко всему. Ну, устал как собака, блин. Уже 4 час. Я еще рыбу не доел. Прикинь, вот один кусок рыбы за целый день вот съел. Надо хоть рыбу поесть, занести. Вот. Будет обед для меня. Везде кругом бардак. Вот, смотрите. Но здесь кипела работа. Поэтому Тулана сегодня на цепь. Это, сейчас я отпущу его. Сразу ее отпущу. Пускай гуляет. Потому что у меня стол был на улице. И плохо, если он по столу будет бегать. Вон, гуляй, рядом. Вот, мышеловку занести, обувь занести, вот эти проводки. Бардак завтра буду убирать. Сейчас я из этих щепок растоплю печку. Вот эту табуретку занести надо. Чайник. Сейчас вскипятить чай горячий попить. Вот. Хорошо, что тут у меня были бревно гнилое, полугнилое. Пришлось пилить. Болонь все этот убрать. Ну, конечно, где-то 80% болони убрал. Чуть-чуть, конечно, осталось. Вот видите, болонь. Вот это. В первую очередь болонь гниет. Вон она. Сердцевину старался взять на лаги. Нету материала, что поделаешь. В лесу живем, ничего нельзя трогать. Из этого всего, что есть, из того и сделал. Это тоже завтра уберу нахрен. Надоело сегодня уже. Да и, между прочим, чемпион. Что-то как Хускварна начал. Наверное, топливный фильтр, наверное, забилось ли что. Обороты начал терять. И Хускварна у меня то же самое. Что одна болезнь, блядь, такая.
Вот это осталось доски. Тулана накормлю. Каша есть у него. Целые кастрюли сварил с утра. Видели. Очень много мусора вынес. Просто. Я не считал даже. Целый самосвал. Мха, землей, кирпичами и все. Вот это. Топор сломал. Полуколун. Вот. Ну, у меня была этот, как сказать, черенок. Не черенок, а топорище. Ну, негодно вон. С такими сучьями я никому даром не дам. Свой бренд не хочу потерять. А этот, в общем, в хлам. Это здесь я делал. Чисто топорная работа. Это из дома привез. Ну так себе. Сойдет для тайги. Что выдержит. Да. Вроде все рассказал, показал. Немножко поснимал. И, знаете, вот снимал, что-то там пытался заснять. Потом у меня дела вообще застопорились. Вообще дела не перестали идти. Ни в голову ничего не идет. Материала нету. Что делать, как делать. И просто не до съемки. И основное уже пол постелил без съемки, без ничего. Потом уже как началось что-то, какая-то движуха, ну, начал уже снова включаться. Очень отвлекает эта съемка. Без съемки намного 1000 раз легче работать и жить, в общем. Вот. Ну, раз на это пошел, снимаю. Бля, и вот как будто откололся даже этот. Не знаю, ребят, что-то снимает или нет. Как я стукнулся об дерево, что-то там. Не знаю, что получится, какой фильм. Хоть бы звук был, то ладно. А где-то, если точка мешает, это от этого, что поделаешь, перетерпите. Так, вот здесь уберу. Печку затоплю. Тумбу уже сегодня делать ничего не стану. Вот такой разноцветный пол получился. Потому что, как сказать, что было старые доски, постелил, потом вот зимой я весной на буране видели, как готовил эти доски уже. Вот эти доски положил. Я думал, 1,5 доски уйдет, а нет, ни хрена, 2 доски. И как-то умудрился еще вот. Там еще 3 старых доски и еще один такой тоненькая доска. Там под наром ничего так. Там фанера лежит. Но полностью я закрыл досками в этом году все. Все четко. Посмотрим, как ночь будет на новом месте спать. Ногам будет тепло от печи. В лютые морозы. Эту муху надо... Куда он сел? Вот этой мухой, блин, сюрприз может он выкинуть. Вот. Ладно. Сейчас я дальше продолжаю бытовые дела. А пока выключаюсь. Ну, может, за ужином еще включусь. Что-нибудь надо сварить. Какой-нибудь быстрый суп. Заморачиваться едой не стану. Слишком долго готовить. 4 часа, 3:30 уже. Так, надо приготовить ужин, ребят. Помыл посуду. Ой, не люблю это. Мыть посуду вообще жесть.
Сходил, ребят, я на рыбалку. Небольшой улов. Ну, вот такая щука. Живой еще, блин. О, огроменная щука. Плотва. Вот с размером, как сказать, ножа. Вот. Для ориентира. Вот второй. Как карась. Если спичкой там проверить. 5, 10, 15, 25 сантиметров. И плотва. Раз, два, три, 4, 5, 20 чем. Ну и щука. Ну, примерно 60 сантиметров, наверное. Раз, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 сантиметров. Вот такой улов небольшой. Не, я не рыбак, ребят. Откуда мне? Я не умею рыбачить. Я не охотник, не рыбак. Не подумайте. Нет, нет, нет. Я это все купил. Вот. Все это я купил. Так, шутка шутками. Это я чуть позже почищу. А сейчас буду готовить ужин. Так, получается у меня остатки картошки на один суп. Сегодня вот это сварю полную кастрюлю. И, как сказать, картошки не останется. Ну, там уже второе можно приготовить. Был вопрос, замечание насчет, как сказать, чистки картошки. Мы чистим, деревенские, сельские люди чистим, не жалея кожуру. Не так вот, как в городе стараются тонко-тонко. Нет, это по-деревенски, это, знаете, вот, не удивляйтесь, это так мы чистим. Потому что картошку мы сажаем, берем урожай. И, ну, я не знаю, меня так учили, и это нормально для меня. И, между прочим, весной много яда вот в этой кожуре. Да, это так. То же самое, как и зимой продает огурцы. То же самое, там ничего хорошего нету. Они с ростками уже, вон. Вот так это еще делается. Быстро. Не жалея. Ну, не жадные. Вот. Ну, в общем, пачковый суп, консервы. Обычный суп сварил, самый быстрый. Мне так хочется заморачиваться, блин, с едой. Быстро это готовить. Самый быстрый вариант. А когда работаешь, что-то делаешь в тайге, ну, я лично не люблю отвлекаться на готовку. Все с руки делаю. Уже много раз вы видели. Вот, ладно. Сейчас пока я готовлю. Уже вечереет. Но солнце высоко еще. Да хоть круглые сутки работай.
не темнеет. Сегодня ночью я вставал, он показывал 12 часов. Ветер северный, очень холодный, между прочим. Вот в Бушлаке мне не жарко. До сих пор еще холодная погода у нас. Территорию убрал немножко, половину. Не люблю бардак. В общем, вот здесь чисто. Не знаю, завтра может еще что-нибудь попилю. Давайте пробежимся, что там. Отложил 2 доски. Это лавочка, которая была от входа справа. Вот. Они струганные. И полку, наверное, завтра сделаю. В общем, завтра посмотрите, что получится. Здесь остатки досок вот сюда пока поставил. Каждая доска, она, ну, знаете, в тайге в любой момент может пригодиться. Ничего не выкидываю, никакой кусок доски. В общем, все оставляю. Старый столик пока вот тут. Он, пускай будет. Вот. В общем, мох
Ну, что я утеплял, это я тоже убрал. Что, возможно, там к земле он замерз, некоторые моменты там остались. Вот эта сторона у меня изба жестко осел, и даже прикасается это бревно к земле. Это не очень хорошо. Я говорю, в будущем году, наверное, возможно, придется еще приподнять, опять что-то подложить. Просто давит, вес тяжелый у избы, а земля сырая, мягкая. И просто вот этот, что подкладывал, он входит в землю. Так, ну что дальше у нас? Получается, этот бардак на завтра оставил. Сегодня уже ничего убирать не стану. Тут тоже все открыл. Вот этот такой, четвертинка бревна. Но здесь отверстие большое, поэтому сюда вставляю. Так, ладно. Тут в этой стороне вроде все нормально. Так, а с этой стороны тоже, в принципе, все ништяк. Вот ничего не прикасается. Ну, только вот с северной стороны бревна прикасается к земле. Это не критично. Вот та сторона мне не нравится. Поэтому и думаю, мне кажется, что вот тот угол ниже остальных. Вот. Ну и что еще? Все, наверное, на сегодня. И, наверное, ребят, даже больше снимать сегодня ничего не стану. Я в теплой шапке, куртке. На улице прохладно. Вообще ни облачка нету. Опять заморозки, наверное, будут ночью. Как я буду ужинать, уже снимать не стану. Я сварил обычный классический суп. Завтра проснемся. Завтра снова у нас тяжелый день. Завтра еще тяжелый. И потом уже можно немножко расслабиться. Завтра вот это все мне еще надо убрать. И, возможно, вот эти листы буду закручивать на амбар. Не хочется вот это все так оставить. Целый мешок мусора уже набралось. Пока тоже где-нибудь в коридоре, наверное, оставлю. Целый мешок консервы, там всякого разного хлама. Ну, пустые консервные банки. И кто будет у меня в избе, пускай тоже в мешок ложат. Я вот здесь новый мешок уже повесил. Как бы туда, чтобы консервные банки собирать. Не хочу, чтобы везде раскидывали. Да в основном, в принципе, кто сюда придет. Мало кто сюда заходит. Ну и это лично мне вообще по кайфу. Самое главное, когда я тут, чтобы никого не было. А в остальном, что здесь происходит, изба открыта, может любой ночевать там, без разницы. Главное, когда я здесь, чтобы никого не было. Я хочу побыть наедине с природой, в одиночестве. И это я уже не раз повторял. Вот. Давайте до завтра. Завтра уже продолжение будет нашего большого ремонта. Бля, я не думал, что такой большой ремонт получится. Во-первых, крыша. И во-вторых, сегодня пол разобрал, собрал. Это немалый труд. Это хлам. Это, не знаю, может, думал, пригодится там крайние доски поменять. Вот здесь хотел, но там нормально оказались еще доски, терпимо. Верхний слой убрал, а нижний терпимо. Не пригодились. Тоже куда-то надо сложить, хрен пойми куда. Не знаю пока. Это завтра. Все будет завтра. Утро вечером мудренее, как говорят в народе. Все. Увидимся уже завтра. Я сейчас ужинаю и отдыхать. Пока-пока. Шикардос.
Просто шикарно все получилось. Лет 10 можно даже и не думать, что где-то... Но знаете, вот пол на мерзлой земле, и все равно где-то скосится там или еще. Может продавиться еще вот эти лаги. Ну, если вдруг в любой момент исправим. Все, ребят, пока.